Путина ждали много лет. Госдума приняла законопроект, разрешающий пускать родственников к пациентам в реанимацию. Около 26 миллионов в год Драги на прииске и Ирилях добывают до 10% от общего объема алмазов Алроса. 17 комплектов медалей. Олимпиада Туймаада в этом году пройдет в рамках международных интеллектуальных игр. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Петропавловск-Камчатский в эти дни стал центром Дальнего Востока. Там прошли совещания с участием секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева и полпреда президента страны на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Во всех мероприятиях принял участие руководитель Якутии Айсен Николаев. А в сентябре на Восточном экономическом форуме одним из вопросов повестки станет выполнение майского указа Владимира Путина. Готова ли Якутия обсуждать этот вопрос на площадке форума, нам по телефонной связи рассказал руководитель региона. В ходе обсуждения на совете при Юрии Петровиче Трутневе еще раз убедились в том, что у многих органов федеральной власти, к сожалению, пока нет понимания того, каким образом должны потребности по реализации данного указа по регионам быть подсчитаны. Причем это касается не только Якутии или Дальнего Востока, но и в целом страны. Поэтому мы, дальневосточники, будем выступать в этом вопросе единой командой. Как раз уже с завтрашнего дня в Хабаровске начнет работать группа из представителей всех субъектов Дальнего Востока, которые будут на месте там проводить встречи с руководителями федеральных органов исполнительной власти на уровне замминистров для выработки определенных подходов. Потом уже через неделю будет работа проводиться в Москве для подготовки общих единых подходов Дальнего Востока. И в конечном итоге мы считаем, что вот на уже президиум Государственного совета Российской Федерации, который будет проведен в сентябре во время Восточного экономического форума, мы вынесем готовую концепцию по реализации данного указа президента нашей страны по Дальнему Востоку в таком едином ключе. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности больниц пускать в реанимацию к пациенту его родственников и законных представителей. Такое право получат родители больного, другие члены его семьи и его законные представители. Порядок же посещения позже разработает Минздрав России. Комментируя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что этого закона ждали много лет и его внесли в Думу после того, как на одной из прямых линий с президентом с такой просьбой к Владимиру Путину обратился актер Константин Хабенский. Банк России сегодня отозвал лицензию банка Тата. Об этом говорится на официальном сайте Банка России. Проблемы в деятельности банка Тата возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. При этом банк Тата осуществлял схемные операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения норм деятельности, сообщается в пресс-релизе регулятора. В действиях Тата банка накануне отзыва лицензии прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об этих фактах, имеющих признаки уголовно наказуемого деяния, будет направлена Банком России в правоохранительные органы. Около 26 миллионов долларов. Такой доход приносит Драги прииска и Ирилях. Это около 345 тысяч карат алмазов и 10% от общего объема добытых алмазов компании «Алроса». Дражная флотилия насчитывает 3 плавучие фабрики. Старейшая из них – Драга-201. Она в работе с 60-х годов. На ней побывали наши коллеги. У 201-й Драги последний сезон работы на месторождении Ирилякская россыпь. Она, можно сказать, ветеран дражного комплекса. Именно на ней начали впервые отрабатывать алмазные россыпи вблизи Мирного. Последние 8 лет она проработала в этом котловане. Теперь готовится к переходу на новое место, где содержание алмазов выше. Руководитель плавучей фабрики Юрий Байтаков на прииске Ирилях трудится 40 лет. Половину из них на 201-й Драге. В данный момент Драга вышла на прямой ход. В месте передислокации Драги будет. Там готовится котлован для перехода. С нашей стороны все подготовлено. Заранее там закопаны мертвяки, проложены оттяжки будут. И линию электропередач в данный момент мы готовим. Всего на прииске Ирилях 3 Драги. В работе они 220 дней в году. За это время каждая проходит около 2 километров и обрабатывает более 1500 кубометров алмазоносных песков. Этого бы хватило, чтобы загрузить больше 2000 белазов. Чтобы плавучие обогатительные комплексы справились с такой задачей, зимой обязательный плановый ремонт.
Драга – это, в принципе, горная машина, которая при надлежащем капитальном ремонте может эксплуатироваться настолько, сколько необходимо и сколько позволяют запасы месторождения. Поэтому с 60-го года комплекс мер, и через каждые 20 лет капитальный ремонт понтона, замена суперструктуры. В 2008, 2007 и в 2009 годах мы провели замену наружных панелей, поэтому оборудование обогатительное и дражное меняется планово через каждые 7-10 лет. Нередко драги становятся и своеобразным испытательным полигоном. Например, чтобы опробовать в работе новое обогатительное оборудование. Все для повышения эффективности извлечения алмазов. В 2014 году мы установили австралийскую осадочную машину тоже фирмы Гекка. Это единственная пока в компании машина этой фирмы. На ней мы обрабатываем первичное обогащение класса -5 плюс 2 миллиметра. Если на модах отечественного производства -2 мы обогащаем, то здесь покрупнее класс. Алмазы, которые здесь намывают, уступают по размеру тем, которые добывают в карьерах или рудниках. Тем не менее, к драгам у обогатителей особое отношение. Ведь кристаллы с рассыпных месторождений хорошего ювелирного качества, да и сохраняются при добыче лучше. Мария Урцева, Алексей Меркулин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В Якутске продолжается ремонт дорожной сети. В этом сезоне должны отремонтировать около 4 километров дорог в городе. Основной объем приходится на летний период. Сейчас дорожники приступили к работе на участке Хатын-Урякского шоссе. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Ремонтные работы на участке от Хатын-Урякского шоссе до улицы Курнатовского начались с этого месяца. На сегодня подрядной организацией СУ-888 ведутся работы по установке бордюров и отсыпке дорожного полотна. В принципе, на сегодня заканчивается возведение земполотна. После этого уже основание под дорожную одежду, под асфальтобетонное покрытие. В бригаде человек 20. Ну, как звенья у нас получается. Бригада рада жаркой погоде. Дни без осадков помогут не отставать от графика. Главное, чтобы дождя не было. Да, дождь мешает большую часть, он нарушает покрытие полотна. Участок дороги расширять не будут, он останется двухполосным. Цель номер 1 – благоустройство и реконструкция. Рабочие снимают верхний слой асфальта, обустраивают бордюрные камни, выравнивает контуры тротуаров. Завершить ремонт собираются к началу сентября. Отставаний по графику нет. Работы идутся в нормальном темпе. В этом году на ремонт и капитальные работы на дорогах Якутска потратят 350 миллионов рублей. Деньги выделят из городского бюджета. В данную сумму также входит окончание работ по улице Автодорожная, также капитальный ремонт Бестужево-Марлинского на участке от улицы Кальвица до Очищенко. И третий большой участок – это у нас улица Чайковского на участке от Вилюйского тракта до Киш-Алексеева. Движение для автомобилей на Хатын-Урякском шоссе перекрыли частично. Проехать можно по одной полосе. Пошли навстречу местным предпринимателям. В этом районе десятки частных компаний. Полностью закроют участок, когда рабочие начнут укладывать асфальт. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске прошла конференция, посвященная Международной Олимпиаде Туймада. В этом году ее проведут в юбилейный 25-й раз, а проводить ее будут в рамках международных интеллектуальных игр. Там разыграют 17 комплектов медалей. По словам организаторов, каждый день будут засчитываться баллы, по результатам которых будут подводить итоги дня. Что это такое? 7 по Олимпиаде Туймада, будем так говорить, это 7. Из них 2 математика, старше-младше, по одному школьнику. 2 физика, 2 химия, потому что там лиги, и 1 конкурсное участие школьника, это информатика. Всего 7. Аналогично 7 конкурсных баллов дают школьники, которые участвуют по конференции. 1 это IT-хакатон, комплект медалей, 1 это 3D-моделирование и 1 робототехника. Всего 17. Хищники уже несколько дней тревожат коллектив и пациентов Центральной районной больницы. Население волнуется, а местные экологи думают, что с этим делать. В ситуации разбиралась Тамара Игнатьева. Сезон общения с медведями этим летом начался на территории Сот-Детка, которая находится в 19 километрах от города. Дачники заметили, как к ним стали наведываться 2 медвежонка. Узнав о лесных гостях, известный фотограф Юрий Коковин решил подкараулить их с фоторужьем, ну и на всякий случай с газовым баллончиком в кармане. Ведь Юрий Николаевич за гуманное отношение к животным. Я против
того, что если животное приблизилось в городскую черту, я против того, чтобы его убивали всегда. Нужно не убивать его, нужно изолировать. С зимы приготовить оружие паралитическое, которое не убивает, а обездвиживает животного. Другой момент – приготовить какие-то клетки, потому что мы же в таежном краю живем, а таежный край сам по себе подразумевает, что будут животные приходить. 2 июля один медведь вышел на территорию больничного комплекса ЦРБ. Последний раз медведи наведывались сюда 2 года назад. Администрация больницы обратилась в Комитет охраны природы. Ждут их решения. Побывал везде, по всей территории, обследовал все мусорные баки, перевернул. Начал с роддома, как я понял. Потом, значит, перешел на инфекционное отделение, там тоже мусорные баки. Вот. И потом его увидели около гаражей. Сегодня же в район больничного комплекса приходили уже 3 медведя. Медики обеспокоены, ведь дикие животные представляют опасность для них самих, пациентов и их родственников. Видимо, тех же хищников не раз видели и в районе лыжной базы. В этом районе, где любят гулять молодежь, вот обычно вот здесь вот то, что мусора много, запах, наверное, от еды и от всего. Последний раз массовое нашествие хозяев тайги в границе населенных пунктов было зафиксировано в 2014 году. Тогда охотоведы застрелили в Нерюнгринском районе 13 медведей. В этом году ситуация может повториться. На сегодняшнее число у нас зарегистрировано 8 случаев от организации населения о выходе бурыми медведей. Отрегулировано мероприятиями 2 особи. Ведутся также работы, у нас бригады выезжают по любому звонку. Смотрят, сперва у нас действия отпугивания животных. Если они повторно возвращаются или создается прямая угроза жизни и здоровью населения, тогда мы предпринимаем действия отрегулировать их число. Как говорят специалисты Комитета охраны природы, в связи с промышленным освоением в Нерюнгринском районе сокращается среда их обитания. А также медведи спасаются от лесных пожаров, бушующих в Амурской области и Забайкальском крае. В Южной Якутии погода влажная и прохладная. Лесных пожаров здесь сейчас нет. И это дает шанс медведям прокормиться и спастись. Но только до тех пор, пока они достаточно осторожны и не вступают в открытый конфликт с человеком. Всегда рекомендуем носить с собой перцовые газовые баллончики. Также, если вы находитесь на отдыхе, то постарайтесь кушать в одном месте, а лагерь основной разбивать в другом месте, потому что медведь очень чувствует пищу. Если вы встретили медведя или медвежонка, вот особенно по дорогам, то не прикармливайте его, потому что вы как раз и провоцируете его на выход к людям. Есть надежда, что в ближайшее время медведей близ населенных пунктов Нерюнгринского района станет меньше. Они начнут уходить дальше в лес. Гон у хищников заканчивается. В лесу созрело немало корма для бурых хищников. Благодаря дождям в этом году много белых грибов, начался сезон маслят. Поэтому корма медведям в тайге хватит, и выходить к людям копаться в мусорках и хозяйничать на дачах им станет совсем не обязательно. Тамара Игнатьева, Юрий Коковин, Лилия Гудина, Нерюнгри. У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и оставайтесь с нами.